Рафич, мы на здравчас идем по-прежнему. Тема медицины актуальна. Держите все под контролем? Конечно, конечно. Здравчас мы как проводили, так, похоже, и будем проводить. Ну, у нас все равно улучшается ситуация. Улучшается, это правда. И по многим показателям. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы проводим сегодняшний здравчас в санатории Юматово. Но вы обратили, наверное, внимание, мы стараемся в разных наших медицинских учреждениях проводить, чтобы и на месте посмотреть, как дела обстоят, ну и в целом помочь этим медицинским учреждениям. Сейчас переходим к нашему часу здравоохранения. Мы же здесь в режиме видеоконференции работаем, да? Максим Васильевич, что у нас первое? У нас первое ваше поручение – торжественное вручение сертификатом участников программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и те сотрудники первичного звена, которые отличились у нас в ранней онковыявляемости. В соответствии с вашим поручением у нас подготовлены коллеги. Да? Тогда, пожалуйста, зачитайте список. Сертификат на сумму 1 миллион рублей вручается участнику программы «Земский доктор» Алимгуловой Альфия Нуруловне, врачу-терапевту участковому Мурашевской центральной районной больницы. Габасовой Гульнас Ильдаровне, врачу-терапевту участковому Аскинской центральной районной больницы. Горейшину Алику Салаватовичу, врачу-педиатру участковому Белебеевской центральной районной больницы. Сертификат на сумму 500 тысяч рублей вручается участнику программы «Земский фельдшер» Шайхулиной Виолетте Олеговне, фельдшеру Софтиязовского фельдшерско-акушерского пункта Верхнекотышлинской центральной районной больницы. Хановой Эльвире Марсовне, фельдшеру Шариповского фельдшерско-акушерского пункта Малоязовской центральной районной больницы. Сертификат за выявление у пациентов онкологических заболеваний на ранних стадиях вручается Васильевой Зульфие Абдуловне, фельдшеру Семеновского фельдшерско-акушерского пункта Толбазинской центральной районной больницы. Шафиевой Альбине Фаилевне, врачу-стоматологу Чешминской центральной районной больницы. Юсуповой Зульфие Данисовне, медицинской сестре онкологического кабинета Единской центральной районной больницы. Я, конечно, от души поздравляю тех, кто получил сертификаты и по нашей программе «Земский врач», «Земский фельдшер», и, конечно, тех врачей, медсестер, которые спасают жизни людей, проявляют внимание и особая какую-то настороженность, уж употреблю этот термин, что на ранней стадии выявляете онкологические заболевания. Мы эту программу будем продолжать. Так, Максим Васильевич, мы договорились. Эта программа, она в Российской Федерации где-то есть, но не столь масштабно, поэтому вот уже не раз мне коллеги с федеральных органов власти с таким уважением и интересом говорят об этой программе. А то, что касается земского фельдшера, земского врача, то мы ждем целый ряд решений и федеральных органов, но мы точно так же на следующий год, да, Максим Васильевич, закладываем денежные средства. Да, совершенно верно, Алексей Васильевич. И по узким специальностям все мы это в соответствии с вашим поручением выполним. Мы по узким специальностям все деньги выбрали, еще нет? У нас 9 человек на стадии оформления документов, все выбрали. Сейчас мы готовы дать предложение. У нас там есть в одной статье недоосвоение в виде там 20 миллионов рублей. Если вы разрешение дадите, то мы их переведем как раз из мер стимулирующих как раз на поддержку молодых специалистов, которые пришли в отрасль. Там у нас есть проблема, Ляна Хакимовна, посмотрите, у нас в ряде муниципалитетов складывается тяжелая история. Мне, в частности, докладывали, что в Белокотайском районе довольно сложная ситуация с врачами. Но давайте придумаем какое-то, может быть, в рамках наших, да, придумаем какую-то дополнительную субсидию, больше дадим. Не может целый район жить без врачей. Переходим к нашей повестке, но перед этим несколько слов скажете о предстоящих очень серьезных федеральных решениях в части поддержки первичной медицины. Разрешите, Алексей Васильевич?
В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путиным вышло распоряжение 9 октября председателя правительства Российской Федерации о разработке мер социальной поддержки и модернизации первичного звена. Вот я прошу прощения. Вот сидим в санатории Яматова, да? И мне подсовывают волжанку. Не, я не против, конечно. Просто. А это на самом деле очень серьезный вопрос. Почему мы нашу воду-то не пьем? Запасы питьевой воды Республики Башкортостан таковы, что мы можем питьевой водой накормить и напоить всю Россию. Почему такое происходит? Это вопрос даже не директору санатория. Ренат Рашидович, пометьте этот вопрос. Наша задача, чтобы мы все, что производится в Башкортостане, здесь и потребляли. Поэтому у меня там есть ряд идей, на инвестчасе я их обозначу, а вы мне напомните, пожалуйста. Все, извините. Значит, в соответствии с этим распоряжением проведено ряд видеоселекторных совещаний в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Нам во вторник доведены паспорта, которые коллеги начинают заполнять уже с сегодняшнего дня. Помимо паспортов первичных медицинских организаций, которые обслуживают население как в сельской местности, так и в городах до 50 тысяч жителей, дополнительно прорабатываем вопрос с курирующим заместителем министра здравоохранения о включении и других наших городов, которые имеют население больше, чем 50 тысяч жителей. Также совместно с коллегами из нашего строительного блока мы подготовим все наши готовые проектные изыскательские работы, которые направлены на постройку вновь возводимых наших объектов здравоохранения для первичного звена. Также, на следующий год мы уже вошли в программу, нам за счет федеральных средств будет построено 57 фельдшерско-акушерских пунктов, это модульные конструкции. Но на этом пока мы не останавливаемся. В проекте бюджета увеличение на оказание первичной медико-санитарной помощи, в частности на увеличение зарплаты, уже по нашим данным, которые есть и в Комитете Государственной Думы, 50 миллиардов рублей заложено на увеличение заработной платы. Мы со своей стороны уже полностью переработали те изменения, которые доводят на Министерство труда для формирования и увеличения базовой ставки. Соответствующее распоряжение правительства Республики Башкортостан вышло. У нас увеличился базовый оклад тем самым. И дополнительно прорабатываем сейчас вопрос с Министерством финансов о увеличении доли стимулирующих выплат для врачей первичного звена. Хорошо. Я просто специально просил, все коллеги слышат на местах, это важное государственное дело, до 15 ноября, чтобы все безупречно было выполнено. Вот нам сроки поставили, выполняйте. Договорились, тогда идем дальше. Рассмотрение обращений граждан по актуальным вопросам здравоохранения. Прочаковская Елена Анатольевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Ради Фаритович, Ленара Хакимовна, Максим Васильевич и все участники совещания. Хочу сказать, что после первой части нашего здравчаса, после вручения сертификатов, такое радостное настроение, Ради Фаритович, мне придется немножко его испортить. Немножко, потому что вот если говорить про тему нехватки врачей, которая у нас всегда была очень актуальной, вот сегодня в нашей подборке тема нехватки врачей находится уже на 4-м месте. Начнем со статистики. Количество обращений письменных и через соцсети по теме здравоохранения по состоянию на 22 октября по сравнению с аналогичным периодом сентября увеличилось на 64 обращения. Связано это в некой степени с вашими, Ради Фаритович, постами о ремонте в Октябрьском, ремонте поликлиники и снижении смертности в республике. Также активен в соцсетях у нас и министр, и вице-премьер, и многие главврачи, люди пишут, обращаются, мы это берем в работу, совместно все, и тоже есть результат. Если посмотреть общую статистику тем, которые волнуют жителей республики, то тема здравоохранения находится на 6-м месте. Если вернуться к тем темам, которые волновали жителей в сентябре, то больше всего у нас за этот период волнует жителей запись к врачу, содержание больниц, работа врачей, нехватка врачей, обеспечение лекарствами. А вот, Максим Васильевич, понимание есть, почему проблемы записи к врачей? Понимание у нас есть. То, что у нас там было 2 таких случая, которые массово было обращение. Это в городе Салават обращение к запись к наркологу и психиатру. 8-й слайд, пожалуйста. Это справки, наверное, получили. Да, совершенно верно. Поэтому здесь такая статистика у нас пошла. Вот это безобразие когда кончится с Салаватом?
Позвольте, я доложу. Ну, давайте. Там, исходя из ответов, которые мы получили и от Салавата, и от Минздрава, причина в том, что разрозненные помещения, нарколог и психиатр находятся в разных помещениях Салавата, нет электронной записи к врачу. Ну, есть понимание, как решать эти вопросы. Сейчас все-таки врачи объединяют одно помещение, чтобы люди приходили, работают над созданием электронной записи. Ну и большая проблема – это нехватка врачей. Это тоже факт. Нужно 13 врачей, работает всего 6. Ну ладно, вот здесь ответ Минздрава написан, что проблема к записи к психиатру, наркологу возникла из-за недостаточно эффективной организационной работы администрации больницы. Вы мне представьте, почему вот такое произошло? Опять над людьми издеваетесь. В 5-6 утра люди приходят, в толпе стоят. Что тут мечтать о какой-то высокой технологической медицине? Наведите элементарный порядок. Значит, мне представьте предложение Максима Васильевича вот по этой истории. Давайте дальше. С нехваткой врачей сталкиваются и жители Благовещенска. По информации главного врача Благовещенской районной больницы Рената Габасова, в Благовещенском районе 11 808 детей и работает всего 5 педиатров, по штатному расписанию должно быть 14. Все меры, которые вы, Радий Фаритович, предлагали в данном случае в качестве решения проблемы, они задействованы. Здесь и встречи со студентами, медиками, и программа «Земский доктор» уже приняли на работу педиатра. И в ординатуре БГМУ учатся кардиолог, педиатр, хирург. В 2019 году поступили учатся уролог, врач по функциональной диагностике, эндокринолог. Есть 4 квартиры, которые предусмотрены. Варианты есть, но пока еще проблема есть. Санаторий Алкино, Радий Фаритович, мы возвращаемся сейчас в декабре 2018 года. По вашим поручениям, а система инцидент так устроена, что обращения, которые дают ответы со сроком исполнения, программа не выпускает с поля зрения. И вот мы переносим сейчас в декабре 2018 года, были жалобы коллективные от жителей санатория поселка Алкино Чешминского района на то, что по программе «Свой дом» построили дома для работников бюджетной сферы, а инфраструктуру не предусмотрели, в частности, не было ФАПа, там школу, сейчас со школой тоже решаются проблемы. И вот на фотографии мы видим с вами ФАП, который уже устанавливает, и очень скоро, после получения лицензии, заработает ФАП. Ваши поручения выполняются. Жители обращаются не только с жалобами, Радий Фаритович, и с благодарностью. И позвольте, я все-таки назову, потому что движемся мы вперед. Многие главврачи ведут свои страницы, рассказывают о том, что происходит. И это видим не только мы, видят все жители Республики Башкортостан и не только. В частности, житель Уфы поблагодарил Максима Васильевича и заведующего отделением трансплантологии органов РКБ имени Куватова Рифата Нуриахметова за успешную пересадку почки. Бесконечно благодарен и житель, и его родные. Снова Салават перенесемся, Радий Фаритович. Вы ругаете, ну вот есть и хорошие. Главный врач города Салавата, Салават Мурзагулов, опубликовал пост, посвященный встрече со школьниками и студентами медколледжа. Мы видим по фотографии, насколько эта встреча была искренней и активной, сумели увлечь ребят, и я думаю, может быть, у кого-то зажгли интерес к медицине в будущем. Хорошая новость, которую главный врач Туймазинской центральной районной больницы Забир Гизатуллин опубликовал в соцсетях в рамках национального проекта здравоохранения и программы создания единого цифрового контура в здравоохранении для выездных бригад скорой помощи получили планшетные компьютеры. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. По Салавату разберитесь, еще раз говорю, да. Это как явление должно из нашей медицины уйти, когда толпами. Это только неорганизованность, это только непродуманность, это только нежелание немножко заглянуть вперед на перспективу, что предстоит. Поэтому я требую, чтобы это не повторялось. И с главой переговорить еще раз. Есть. Пожалуйста, вас, Максим Васильевич, у вас о развитии медицинской реабилитации в Республике Башкортостан. Медицинская реабилитация является частью первичной медико-санитарной помощи, специализированной высокотехнологичной помощи для пациентов с перспективой восстановления, и она присутствует в 49 клинических рекомендациях. Логистика реабилитационного процесса в Республике Башкортостан выстроена на форме 3-этапной модели. Первый этап начинается в остром периоде в отделении реанимации или специализированном отделении по профилю заболевания. Это и есть первый этап реабилитации. Следующая задача – это восстановление функций и структур, минимизация ограничений жизнедеятельности или формирование утраченных навыков решается уже в отделении медицинской реабилитации. Второй этап реабилитации, он проводится в условиях круглосуточного стационара. Третий этап осуществляется в дневном стационаре амбулаторно или же в условиях санатория для пациентов, которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении.
В Республике Башкортостан на сегодня созданы 23 мультидисциплинарные бригады, в которых работает 203 специалиста, включая врача-специалиста, прошедшего профессиональную подготовку по медицинской реабилитации, кинезиолога, эрготерапевта, медицинского психолога, логопеда. Медицинская реабилитация включена в территориальную программу государственных гарантий и финансируется из средств обязательного медицинского страхования. У детей, как и у взрослых, также различают 3 этапа медицинской реабилитации. Финансирование реабилитации для детей также проводится за счет средств обязательного медицинского страхования. Но наши детские санатории, помимо всего прочего, имеют еще и бюджетное финансирование из средств регионального и федерального бюджета. Детские санаторно-курортные учреждения расположены на территории Республики Башкортостан с учетом доступности оказываемой помощи. В настоящее время функционирует в нашей республике 13 государственных детских санаториев с общей численностью более 2000 коек. Из них около 1000 коек совместного пребывания детей с родителями. Количество пролеченных детей у нас ежегодно увеличивается. Если говорить о перспективах развития медицинской реабилитации, они заключаются в данных постулатах, которые изображены на слайде. Доклад закончен. Хорошо, спасибо. Присаживайтесь. О медицинской реабилитации при онкологических заболеваниях. Опыт работы санатория Юматова. Степков Андрей Иванович, директор санатория Юматова. Уважаемый Ради Фаридович, уважаемые участники совещания, позвольте вашему вниманию представить доклад по пилотному проекту онкореабилитации в санатории Юматова. В марте 2019 года Министерством здравоохранения было принято решение о реализации пилотного проекта по реабилитации женщин с злокачественным образованием молочной железы после специального лечения в условиях санатория Юматова. Показания к реабилитации были восстановление психоэмоционального состояния в послеоперационный период, профилактика и лечение лимфостаза верхней конечности, укрепление иммунитета организма пациенток в послеоперационный период и подготовка пациента к лучевой и химиотерапии. Для исполнения данной программы в санатории была сформирована мультидисциплинарная бригада в составе врача-онколога, врача-хирурга, врача-терапевта, врача-физиотерапевта, врача-психотерапевта, врача-диетолога, инструктора-методиста. Были использованы при лечении следующие факторы лечебные: минеральная вода, кумыс, лечебная физкультура, психотерапия, массаж, лимфодренаж, бассейн, лечебное питание, магнитотерапия и релаксация. После проведенных мероприятий в психоэмоциональном статусе было в 100% случаев выявлено уменьшение тревоги, страха, обиды и депрессивного состояния. Также в 100% случаев было отмечено улучшение настроения и желание возврата к полноценной жизни. На основании полученных положительных результатов совместно с Министерством здравоохранения было разработано предложение по внедрению клинического опыта реабилитации пациентам с раком молочной железы. В постановлении номер 457 от 14 октября 2013 года предложено первое: добавить пункт 7 «Реабилитация пациенток с раком молочной железы после специального стационарного лечения». Второе: определить правила проведения медицинского отбора и направления пациентов с онкопатологией в соответствии с показаниями на медицинскую реабилитацию в санаторно-курортные учреждения. Третье: внести изменения в маршрутизацию пациентов с онкозаболеванием молочной железы после специального стационарного лечения на реабилитацию в санатории Юматова. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Онкологи что скажут? Конечно, хотелось бы видеть группу сравнения для того, чтобы посмотреть тех пациенток и сравнить их результаты, которые не получали реабилитацию в данном санатории, насколько различаются результаты. Но в целом, я думаю, что онкологию не нужно забывать, и пациенты наши тоже должны получать реабилитацию. Во всем мире это есть. Если медицина подтверждает, тогда вносите предложение. Если вы не против, да, мы какие-то тогда деньги добавляйте и отправляйте на лечение. Здесь хорошо и медикам, и хорошо пациентам, и хорошо санатория. Они получают понятную задачу и будут выполнять ее. есть. Хорошо. Все, Андрей Иванович, спасибо большое. Тогда договорились и двигаемся. Об особенностях медицинской реабилитации детей. Опыт работы санатория НУР. Галимова Рамиля Суфияновна, пожалуйста. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемая Ленара Хакимовна, коллеги, последние 2 года лечение детей раннего возраста проводится в отделении медицинской реабилитации в рамках программы обязательного медицинского страхования. Реабилитация детей должна быть
обязательно ранний, длительный, комплексный, последовательный и непрерывный. В санатории мультидисциплинарная бригада из специалистов разрабатывает индивидуальный план ребенку, проводит лечебно-коррекционную работу. Длительность курса в отделении реабилитации 14-16 дней. Мы отмечаем, что дети именно в этот период эффективно работают, достигается поставленная цель. Далее желателен перерыв, потому что у ребенка наступает утомление. Но это не означает прекращение занятий с ребенком. Большое значение придаем обучению и вовлечению родителей для занятий с больным ребенком. Наша цель – возвращение ребенка в характерные для его возраста и условий жизни, общение со сверстниками. При отсутствии такой возможности стараемся достичь стойкой компенсации нарушенных функций и адаптировать ребенка к новым условиям существования с целью улучшения социализации и интеграции в общество и повышения качества жизни. Доклад окончен. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Рамиля Софьяновна. Очень правильно поставлены вопросы, но хотелось бы даже усугубить. Вы говорите, 89 детей до года вы приняли, а вот эксперты говорят, что на самом деле самое эффективное и дает 30% эффекта, то есть не наступление инвалидности, если начать до полугода. То есть до 4 6 месяцев. Да, Мы да, сейчас да. начинаем это принимать. Мы второй год в этой программе именно по реабилитации. Тут надо говорить об абилитации. прежде Абилитации, всего. да, Да. абилитации. Вот, Радий Фаридович, поскольку это действительно очень перспективное направление, сейчас и поручения идут, в том числе от Голиковой, на тему абилитации и ранней помощи, просьба вот нам сформулировать поручение самим себе, поскольку на самом деле это вот надо развивать более активно. Сегодня это как-то так точечно, где-то главные врачи проснулись, где-то нет. Идет, ну так, ни шатка, ни валка. А по сути, вот через поликлинику начинается, и систему можно на самом деле очень хорошо, эффективно закрутить. 180 тысяч стоит один пациент в течение года, если вот нормально как бы. И в итоге мы получаем ребенка, который ходит в школу. Ну, посмотрите, посчитайте, там, внесите. Действительно, у нас уже как бы пилотные вещи есть, у нас совместно и на фоне государственно-частного партнерства отрабатываются эти вещи, в основном для города Уфы и Стерлитамака, поэтому более детально мы вам представим программу. После утверждения Ленара Хакимова тогда представим вам. Хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо большое. Я когда встречался с родителями детей-инвалидов, значит, они как раз поднимали вопрос о сложности попадания в наш санаторий. 24 поставщика новых появилось у нас благодаря тому, что ввели вот эти сертификаты на реабилитацию. В том числе среди них есть и профилакторий, Здравница, Зауральская, в Сибае, санаторий Юматова, санаторий Красноусольска. Остальные все, конечно, центры негосударственные, все расположены в городе Уфе. 476 сертификатов на сегодня на реабилитацию детей-инвалидов выдано. Вот на сегодня. Вообще общая сложность у нас 2500 в год будет. То есть мы начали только в сентябре, получается, в этом году. Это вот то есть пошло. То, о чем они просили, да? Да, совершенно верно, заработали. Но просто мы с ними там где-то в ноябре-декабре встретимся, чтобы Да, в там ноябре запланировано нам встречу. краснеть не пришлось, что мы там их просьбу не выполнили. Посмотрите внимательно, ладно? Так, по санаториям отдельно как-то соберемся. Но совершенно точно, как оформите мое поручение, что вот как мы с вами, Андрей Иванович, говорили, начиная там с 2002 года, когда вот построили новый корпус, серьезных вложений в санаторий не было. Прошло 17 лет. Наверное, нужно санаторию как-то уж помочь. Я не скажу, что уж большие средства мы вам выделим, но уж, по крайней мере, построить ФОК мы вам поможем. Я вот, Максим Васильевич, такое поручение формулирую, а вы с санаторием отработайте и приходите. Договорились? Спасибо. Максим Васильевич, какая динамика с врачами? Динамика у нас положительная. Положительная по всем направлениям. Это и по врачам, по первичному звену, и в том числе по скорой медицинской помощи, там, где мы проседали. Есть тоже положительная динамика. Вы выправили, да? Хорошо. Но не выправили, там есть положительный баланс, который мы стараемся поддержать и не упустить эти вещи. У нас же получается, если говорить о врачах, вот, то в рамках федеральных мер поддержки, это же будет поддержка врачей общей практики, да? Это первичка, да? Да, только врача-терапевта участкового и педиатра. Ну вот уже, по крайней мере, а у нас же нехватка как раз такая, и терапевтов, педиатров не хватает в большей степени. Так,
Получается, узкие специальности, это ложится на нас в основном. Поэтому у меня какая просьба? Сейчас формируется бюджет на следующий год. Вы не пропустите ничего, чтобы все, что было для поддержки врачей, привлечения врачей, у нас в бюджете было отражено. По крайней мере, в тех параметрах, которые мы вот в этом году ввели. Мы в конце года будем подводить итоги, как исполнено мое поручение по поводу наполнения врачебными кадрами. Потому что вот мы год уже работаем, динамика, как мне постоянно докладывают, положительная, но все-таки где-то кто-то быстрее работает, кто-то хуже работает. Вот нам надо понять, кто хуже работает, почему, и, может быть, им надо будет помочь. Вот как ситуация с Белокотаем. Внесите мне предложение. Значит, второе, Максим Васильевич, мы сейчас активно работаем над вопросом создания национального образовательного центра, научно-образовательного центра. Вот. И медицина там у нас довольно активно участвует. Вот давайте мы где-то на следующий здравчас или через здравчас пригласите Павла Валентина Николаевича, да? Пусть он нам расскажет о современных каких-то космических их проектах. Мне просто любопытно послушать, и пусть наши врачи и медики знают. Вообще, в целом, в повестку здравчаса ставьте о достижениях медицины. Ладно, вот эту часть делайте. Потом, Елена Анатольевна, у меня какая к вам просьба? Вы там архивы поднимите, вот, годичной давности. Вот, какие были жалобы со стороны вот, наших жителей по медицине? Типы жалоб какие были? Я помню, по лекарствам были жалобы очень часто, были жалобы на грубость врачей и так далее. Просто вы проанализируйте и дайте мне объективную картинку, что изменилось в восприятии нашими жителями медицины республиканской за этот промежуток времени. Ладно? Мне это будет интересно. Если с цифрами позволите, с цифрами я сейчас не скажу, а в целом тональность меняется. Если год назад говорили, что очень сложно получить медицинскую помощь, то теперь мы говорим о качестве медицинской помощи. Ну, вы основательно проанализируйте там прямо, чтобы мы понимали, это тоже нам поможет двигаться вперед. Конечно. Значит, следующий еще один вопрос. Мы сейчас активно внедрились, скажем так, я имею в виду наше государство, правительство, в вопрос организации качественного школьного питания. Мы этим занимаемся где-то что-то около, наверное, полугода серьезно. Сказать, что у нас вот прям мы все везде исправили, я не могу. Но я могу точно, утвердительно сказать, что мы начали значительно улучшать качество школьного питания. Когда я хожу по больницам, по лечебным учреждениям, разговариваю с пациентами и спрашиваю, как у вас здесь дела. Знаете, я ни одного не услышал от пациента, что что-то плохо. Поэтому, Максим Васильевич, что я хочу вас попросить? Я на самом деле не знаю, какая ситуация обстоит с питанием в лечебных учреждениях. Я не знаю, я не буду утверждать, что она плохая или хорошая. Я вам даю поручение, объективную картину мне дать. Что у нас с питанием в больницах. Поэтому посмотрите, если и мне представьте, ваше видение есть. Все, коллеги, спасибо, хорошего дня.